Всем привет, друзья, меня зовут Саша. Сегодня будет довольно необычное видео, потому что оно будет в большей части разговорное. Здесь будет совсем немного просмотра видео и много разговоров. Сегодня, друзья, мы с вами посмотрим трейлер «В поисках мамы» первой части и второй части. Также в конце я скажу мнение по поводу «В поисках мамы» первой части, потому что я этот фильм уже посмотрел и могу полностью сказать свое мнение, и думаю, вам будет интересно его послушать. И после этого мы заценим трейлер «В поисках мамы 2», чтобы узнать, что будет дальше. Вот так. Поэтому не будем медлить и начнем с просмотра первого трейлера. Начинаем. Так, вот он самый трейлер. Он, конечно, в плохом качестве, но ничего страшного. Думаю, что вы все видели этот фильм. Кстати, если что, кто не знает, как посмотреть этот фильм в Ютубе, то я вам оставлю ссылку. Там есть это видео, там 4 миллиона просмотров. Просто там стоит доступ по ссылке. Я через сайт его нашел и там посмотрел. Поэтому можете посмотреть, кто не видел. Думал, от нас убежишь, что ли? От тебя, может, и нет, но от Булчи брата на 100%. На самом деле, это очень классная комедия, вот очень классная. И все-таки это неправильно, что ты мне помогаешь с диссертацией. Алибеков-то наш выиграл путевку на мировую олимпиаду в Америку. Маму не трогай. А то чё? Чё, она с Америки прилетит, что ли? Она в Америке, я ее найду, понял? Еще и очень красивый. Sorry, sir. That my deaf and dumb brother. Кстати, друзья, по ссылке, что вот там в описании вас ждет, чтобы посмотреть этот фильм, там перевод с английского на русский есть, ну, озвучка. Даняр, 26 лет из Алматы. Азамат, 12 лет, на алкоголик. Че умничаешь? Куда идешь? Как куда? Тебе домой? Чего? Это очень классная комедия, вот серьезно, очень классная. 142 на 56. 7952. 1115 на 1506. Слушай, Эйнштейн, хотя бы калькулятор достань. Может, я вру? В этом городе столько заядлых игроков, которых можно обчистить своими-то мозгами. Не интересует. Решайся, малой. Помогу найти маму. Без меня у тебя шансов нет. По рукам? Это и боевик, и комедия, приключенческий фильм. С 9 февраля. Кстати, 9 февраля у меня день рождения. Смотрю, Зень. Прикольно. Это судьба, наверное. Ладно, в общем, теперь немного моего мнения по поводу этого фильма. Первое, что я хочу сказать, это сюжет. Сюжет, если честно, в этом фильме очень классный. Я очень редко смотрел приключенческие комедии, но это мне прям очень сильно понравилось. Первое, то, что в ней есть смешные, реально смешные шутки. Второе, то, что сюжет реально прикольный и принимает неожиданные обороты каждую минуту просмотра. И это очень классно. Также по поводу самих персонажей. По поводу Азамата, Дана, я могу сказать то, что, блин, это восхитительные персонажи. Они настолько классно отыгрывают свою роль. Они реально очень хорошо отыгрывают свою роль в фильме. То есть каждая роль классная. Единственное, что мне, конечно, непонятно, это роль вот этого как раз мальчика-директрисы, ну, сына директрисы, который поехал с Азаматом в... Куда он там? В Лос-Анджелес поехал, вот. Он, получается, просто как бы, ну... Азамат его бросил, а он даже не начал его искать. Потому что, господи, ну знаете, как-то очень легко от него избавились. И вот это немного мне непонятно. Но я думаю, ничего страшного, это как бы такой сюжетный поворот, который должен был быть, и он как бы есть. Вот так. Второе, у этого фильма есть и свои минусы. Самый главный для меня минус, это то, что в некоторых сценах, довольно интересных сценах, там, где они, допустим, прощались, Азамат прощался со своей... как бы девушкой, которая его нашла, когда его мама отдала, которая в Америке, отдала точнее, вот, и получается, когда они прощались, там было все на кыргызском, и были субтитры, но причем субтитры были первую секунду, там 2 слова перевели, а потом они дальше общались, и ничего не было понятно вообще, поэтому вот это главный для меня минус. Просто понимаете, в одной сцене фильма они общаются на русском, в другой на английском, а в другой на кыргызском, и это как бы, это
Очень сложный переход, если честно. Еще не очень классный перевод с английского на русский, потому что это как бы озвучка поверх. Ну, то есть, получается, мы слышим английские слова, как они говорят, и потом через несколько секунд слышим русский перевод. И лучше бы они убрали те английские слова и просто оставили бы русский перевод. Но все равно огромный плюс то, что там есть английский перевод. Это прям огромнейший плюс. Теперь обсудим с вами еще некоторые сюжетные моменты по поводу той самой Америки. Прикол в том, то, что я немного не понял часть, где он как бы выиграл Олимпиаду, чтобы поехать в Америку и там начать обучение или еще что-то. Так вот, он приезжает в эту Америку, встречает Дэна, выручает его, и потом по итогу про эту Олимпиаду мы ни слова не слышим. То есть он туда поехал просто как на курорт отдыхать. То есть они как-то, знаете, придумали эту Олимпиаду, а потом просто взяли и забыли про нее, не сказав ничего. Понимаете, там он пошел на какую-то Олимпиаду, и вот как-то вот так вот, в общем. Странно. Объясните, пожалуйста, если кто знает, что случилось с этой Олимпиадой, и почему нам про нее вообще ничего не сказали. Потому что, серьезно, он как бы поехал туда на Олимпиаду, а остался там навсегда жить, и про Олимпиаду вообще ни слова. Второе, что мне было непонятно по поводу этого профессора. Почему он Дэну и нам с самого начала не сказал, потому, то, что он не ищет как бы свою маму, а то, что он пытается восстановить себе память. И это как бы тоже немного странно. Ну ладно, я не буду судить, потому что, за профессора я не буду судить, потому что, господи, это сюжетный поворот. Очень хороший поворот, потому что он изменил фактически всю историю. Теперь обсудим еще небольшой минус для меня. Помните тот фрагмент, когда Азамата схватили вот эти вот бандиты, которые не захотели брать деньги, то есть Дэн задолжал им деньги, а Дан рассказал им то, что у него есть мальчик со сверхспособностями, и скоро у них появится кучу денег, и как бы вот так. А после этого они забрали Азамата и от денег отказались. Человек дождя, отпусти его. Нет, не жадничай, Дэн. Радуйся, что избавился от нас. Вы чё, мужики? И знаете, вот это все похищение продлилось буквально 5 минут на нашем экране, потому что через несколько минут Дэн берет и спасает Азамата. И как бы, слушайте, слишком быстро они решили. Я бы хотел, чтобы хотя бы там минут 15, я не знаю, он был в плену, он его искал, продумывал план. А то, знаете, неинтересно. Его только похитили, в следующей сцене его спасли уже. И как бы, вот так. Это лично то, что мне не понравилось. А так, если обсуждать сам по себе фильм, не считая всех этих минусов, он просто фантастический. Я не ожидал такого, серьезно. Мне очень нравятся комедии, и эта комедия была просто восхитительная, прям очень классная. Я не ожидал то, что в Кыргызстане будут делаться такие классные фильмы. Кстати, вы мне говорили то, что это, получается, фильм не только Кыргызстана, еще и Казахстана. Или мне так показалось? Вы мне так говорили, по-моему. Писали. И это вторая часть с Казахстаном. Да. Очень классный фильм. Я думал, что вы мне посоветуете посмотреть какой-то там исторический фильм, который мне будет немного нудно смотреть. А вот это было совсем не нудно, потому что я его смотрел даже со своими родителями, и им понравилось, им очень сильно понравилось. Поэтому я думаю, этот фильм вполне можно назвать семейной, приключенческой комедией, немножко боевичком. Поэтому, просто, знаете, я поставил ему 4,9 звезд, давайте недочеты с переводом и сюжетом. Слушайте, 4,9. Ладно, хорошо, 5 ставлю. Ладно, очень классный фильм, а теперь посмотрим трейлер второй. Давайте же посмотрим, чем будет продолжаться наша трилогия. Поехали. Так, поехали. Ничего не получится, Данчик. Пока я здесь, тебя тут не будет. Но я же тут. Алия наша любимица. А это кто такой, интересно? Ой, Это Маратик Азамат, что ли? тоже, Да, конечно. Если я выхожу замуж, это не значит, что мы с тобой отдалимся. Я все равно буду заботиться о тебе. Ты старше Похож на меня. Азамата. Алия, зайдете, пожалуйста. Он должен будет пройти обследование за рубежом. Неужели все так серьезно? Вот он опять за свое! Я тебя такого не ожидала. Я тоже. Но свадьбы не будет. Гуляй-гуляй. Прощай, Гульсары. Табор ушел. Будулай уехал. Журавли улетели. Я так понимаю, то, что во второй части будет раскрываться Дан как персонаж, да? Потому что в первой части как бы была история Азамата, а здесь как бы мы Азамата увидели в одной сцене, он даже слова не сказал, и как бы уже 40 секунд наблюдаем только проблемы Дэна. Ладно. Тратить наши путевки на этого придурка! Или ты сейчас едешь с Муратом и теряешь только путевки, или ты не едешь с Муратом и теряешь и путевки, и свадьбу, и невесту. Поехали уже. Кто это такой, непонятно мне. Вот.
если честно. Okay, what is wrong with you? Just because they ain't scared of you, I'm gonna get up in your face, boy. Selection Federation. PlayStation. I believe I can fly. What? Вот, мы с тобой по-другому договаривались. Сначала мы встречаемся с Бураком, потом только идем в больницу. Ты вообще за кого? Я за сохранение снежных барсов. Но речь-то не об этом. Еще сын называется. Что происходит, я не понимаю. Я совсем растерялся. Какие-то новые приключения анонсируют. Что-то как-то, я не знаю, я не врубаюсь. Появились какие-то персонажи, непонятно откуда, нам их не представили, ничего. Ладно, хорошо, это просто какая-то, знаете, вырезка из фильма просто. Но мне кажется, он не будет таким классным, как первая часть, вот прям серьезно. Мне кажется, он будет хуже. Но смешной был. Все, занавес, конец, кино не будет. Будет, еще как. Слушайте, вы мне там еще писали то, что во второй части, получается, не стоит ее смотреть, потому что там нету русского перевода. Это правда или это неправда? Пожалуйста, напишите мне в комментариях, стоит ли смотреть вторую часть. Интересна ли она вообще и есть там русский перевод или нет, потому что для меня это важно, я все-таки кыргызский язык не понимаю. И, кстати, кто не знал, я с Украины, да. В общем, друзья, надеюсь, что вам это видео понравилось, чем-то заинтересовало, интересно было узнать мое мнение. Пишите свое мнение по поводу этого в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Огромное вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, в любом случае ваше дело. И пока-пока.